Добрый день, друзья, автомобилисты, водители, механики. Сегодня я расскажу об утеплении автомобиля к суровому якутскому морозу. Ну, часть вторая. Я там при предыдущем ролике снимал, как двойные стекла по бокам клеил. Сейчас полностью утепление. У нас уже ночью минус где-то под 40 идет в Аймеконе. Где-то минус 38-9, ну 40 спокойно есть, наверное. Где-то так. Я сейчас покажу, расскажу, как я утепляю свою машину. Двойные стекла там, не пэт-пленки и как перед закрываю. Все подробно расскажу, покажу, как я сам свой автомобиль утепляю. Так, у меня автомобиль Toyota Estima, 4 год, 30-й кузов. Я еще автоодеяло пока не стелил. Вот перед закрыл вчера. Просто картонка. Вырезал по форме вот жабр этого бампера переднего. И скотчем прилепил сбоку. И полностью так черным скотчем. Вот. Как-то так. Вот это закрывать буду сейчас. И пока я войлок или вот автоодеяло пока не буду, где-то минус днем, когда минус 40 будет, вот только тогда буду. Я обычно протягиваю отсюда до сюда проволоку и как бы сетку делаю, чтобы она не провалилась и в выпускной коллектор не упала. Спереди лобовое родное стоит, боковые тоже. Все вот из стекла 3 миллиметра. Даже вот этот. В машине сейчас жара. Вот как так. С этой стороны. Я зеркало еще не заказал. Но в Чите они стоят где-то в форпосте. Не в форпосте, а в Дроме. 800 рублей оказывается. Вот эти жабры буду прикрывать половину. Вот эту, наверное, вот и вот так. Вот эту оставлю как есть, чтобы подсасывало воздух. И изнутри там ничего. Зимние полики обычно. И печку я включаю только на ноги, короче. Сюда, под ноги дует. Не фронт, не в это, не в лицо, а только на ноги. Если у вас такие стекла двойные, то уже просто печку можно настраивать только на ноги. Вчера колесо одел родные, вот, как и передние. До этого я ездил на 16-м. Сзади стояла, короче, 215 70 16. Это Bridgestone. Смотрите, она новая была. Сейчас вот она какая. Это все скальник. У нас не гравийка, ничего. Камни такие, вот они лежат. Вот. Сейчас. Вот такие камни у нас скальник. Короче. Фокус не ловит. Вот. Вот. На дорогах везде такая, короче, скальник называется. Она как лезвие режет протекторы. Это бриджстоунская, она новая была. Вот только я его с ней одевал. Сейчас. А вот китайский GoForum лежит. Я как на запас. Тоже вот с одной стороны, вот это на левой стороне одевал, а Bridgestone с правой стороны. Она такая же была, бриджстоунская. Новая. А вот GoForum китайский, она терпит, оказывается. Намного жестче. Bridgestone говно оказался. Она уже отслужила. Вот тоже Bridgestone лежит от Ipsum. Вот. Она стирается вообще. Когда полностью грузишь заднее, ну, машину грузишь, она оседает и, короче, съедает заднюю сторону. Передняя нормально ходит. Съедает заднюю сторону. А вот родные у меня Strimstone, что ли, Strimstone. Это 65 на 215 16.
Она чуть-чуть жесткая тоже. Ну, не жесткая, а не мягкая, короче. Потерпит, наверное. Вот бриджтонские, это уже по скальнику не то. Вот. Снизу у меня броня, как я показывал тоже на ролике. Переделывал. Снизу ничего протягивать не буду. Просто закрою морду сверху. Так, автоодеяло скину и все. К зиме готов. И печку тоже почистил. Тоже снимал. У меня на канале можете посмотреть. Но утепление авто суровому зимнему якутскому морозу. Как-то так у меня. Сегодня выезжаем в соседний поселок за бензаком, как говорится, на заправку. У нас там 57 или 58 рублей стоит. 92. А в районном центре у нас 75 рублей за литр. Это Магадан нефть в Уснере. 75 рублей за литр, ребят. Это жесть. Так, я еще забыл сказать. Печку я, когда выезжаешь, да, на улицу, воздух снаружи беру. Не изнутри, а снаружи. Так она циркулирует, короче. Посюда она всасывает. Как говорил, вот здесь я оставлю одну сессию открытой. Она всасывается и через задние, там с левой стороны, через жабра она циркулирует воздух. Так намного теплее получается. А если изнутри берешь воздух, у тебя там как вакуум в машине будет стоять, циркуляции воздуха не будет, и, короче, машине холодновато будет чуть-чуть. Но циркуляция воздуха обязательно нужна. Она всасывает, и воздух горячий пропускает через печку и выходит вон через жабру бампера заднего. Как бы. Я так, короче, езжу. Так, как говорил, мы сегодня собираемся в соседний поселок Томтор. Это от нашей деревни 60 километров. На заправку, продукты. Здесь в магазине у нас продукты почти не возят, как бы. Ну, возят так, но основные продукты только там. Рис, макароны, растительное масло. Вот в Томтор поедем сейчас, где-то после обеда, и там отоваримся. И у меня одногруппник, как эстима группы, вот, в Томторе. Нас, короче, в Аймеконе трое. Эстима клуб. Там в Томторе 2 автомобиля, и здесь у меня в Вичугее, короче, я один. И вот одногруппник, короче, сказал, договорились, короче. В тот раз встретились, когда в Томтор ездили там. Вторую печку мне поставишь, говорю, ну давай, короче, привози машину, поставлю, короче. Ну, за деньги, конечно. Как, короче, ставить, он знает, но ленится. Ну, не ленится, а как бы времени нет. На забой, короче, идет. В тайгу рыбачить, охотиться. И машину в это время, короче, ко мне на ремонт хочет сдать. Я-то думал, что у него только печка будет, короче. Печку, дополнительную печку вот поставить. На задний третий ряд, чтобы она передок, короче, дула. Я-то думал, что только печка, оказалось не так, короче, мне вчера говорили по телефону, у меня, короче, много чего надо делать. Ну вот, сегодня встретимся, когда в Томтор поедем, и я вместе с женой поеду, и вот одногруппника машину сюда перегоним, короче, на ремонт. Вот здесь он будет стоять. Что он там, короче, еще хочет сделать, я пока не знаю. Ну, мы по цене, по ремонту все договоримся. Начинаем, так как говорить, маленький подпольный бизнес по ремонту авто. Вот сниму, как подъедем и как будем перегонять. Там какие у нас там природы, дороги, скальник, не скальник, горы. Будем все снимать. Это в промежутке 60 километров от села до села. Просто такой, как краткий обзорчик будет видео. Ну ладно, давайте, до связи. Видишь, что делали? Оп. Валля. Видишь, ты,
Ремонттан арбасына келди.